Гладко выглаженный костюм, праздничные галстуки, красная лента выпускника. Сегодня самое ответственное, радостное и вместе с тем грустное событие для Мовсара Логинова. Его последний день в стенах школы, которая стала для него уже родным домом. Уже не надеюсь, начать по-подсказке. Мы сами решим, что задачу должны. Мовсар не видел своих родителей уже 3 года. Отец оказался в заключении, а мать оставила детей. В первое время Мовсара взял на воспитание родной дядя, но это счастье длилось недолго. Год назад он погиб в автокатастрофе. После этого события Мовсар вместе с братьями и сестрой попал в этот реабилитационный центр. На вопрос, поддерживают ли с тобой связь родственники, парень ответа не дал, но сказал лишь, что жить у них не хочет и постарается осуществить свою мечту. Сперва меня приют отдали, щели. Потом оттуда я сюда пришел, так и получилось у меня. Я здесь 9 класс уже закончу. Год учишься? Да, я в сентябре отсюда уйду. Не знаю, куда я пойду учиться, может, пожарник хочу. Мне здесь все нравится, здесь все есть. Даже у меня дома не было таких вещей. Во взрослую жизнь ребят провожали представители Минобразования, налоговики и артисты Госфилармонии. Здесь было сказано много слов признательности учителям и пожеланий в адрес выпускников, которые сегодня перешагнули школьный барьер. Вот уже 8 лет, как профсоюзная организация работников налоговой службы оказывает помощь сиротам. Каждый год именно они приобретают праздничные костюмы и организовывают досуг. Вот и на этот раз не обошлось без подарков. Отличившимся ученикам вручили почетные грамоты и ученические премии. Сегодня здесь выпускаются 4 и 9 классы. Учащиеся начальной школы продолжат обучение в соседней школе номер 8, а ученикам 9 класса предстоит определиться с будущей профессией. По выбранным направлениям ребятам помогут поступить в среднеспециальные образовательные учреждения. Выпускники 9 классов имеют право поступать вне конкурса учреждения среднего профессионального образования. И в основном все ребята изъявили желание учиться в республике. У них есть возможность, им придется продолжить обучение, закончить 11 классов или поступить в высшее образовательное учреждение после окончания учреждения среднего профессионального образования. А вот Аида Мусаева – выпускница школы-интерната. Все ее самые приятные воспоминания связаны именно с этим местом, поэтому девушка не смогла сегодня не навестить своих наставников и друзей. Я тут с детства как бы живу, поэтому по девочкам скучаю, особенно воспитателям тоже. Я даже благодарна директору, если бы я сюда даже не приходила бы, мне бы это не казалось правильным. Жизнь Аиды после школьных лет, по ее словам, сложилась удачно, ведь ей помогли поступить в техникум пищевой индустрии на любимую специальность. Она хочет стать технологом. А живет теперь девушка со своими родственниками. Выйдя из этих стен, они не будут брошены. В дальнейшем будем контролировать их судьбу, учатся ли они после учебы по достижению совершеннолетия. То есть 18 лет им выделяется льготное жилье государством. То есть мы их воспитываем, даем образование, потом государство обеспечивает жильем. У нас на базе интерната существует постинтернатная адаптация сопровождения выпускников. То есть мы их отслеживаем до 23 лет, как сложилась их судьба. Такая поддержка поможет ребятам стать достойными членами общества, а пока свой выпускной они заканчивают на веселой ноте – национальным лоузером. Луиза Хатуева, Мурад Эльбукаев, Ибрагим Налаев. Новости.